Супруги Петрушины – многодетная семья. У них 8 детей. Денис и Татьяна рассказали нашей съемочной группе, каково это иметь большую семью и рассчитывать только на себя и добиваться исполнения желаний. Переехали Петрушины в Ленск из Казахстана в 2001 году. В Якутию Дениса и Татьяну позвали друзья, которые уже прочно обосновались в Ленском районе. К ним герои нашего репортажа приезжали несколько раз в гости. Природа нашего района не оставила семью равнодушными, и они решились на переезд. Обстоятельства сложились так, что переезд семьи выпал на 13 мая 2001 года, в тот момент, когда город практически весь был под водой. И в аэропорту нас знакомый встречает в Мирном, говорит: Ленск топит, вряд ли мы туда попадем. Я говорю: как топит? Не понял. И вот мы поехали с Мирного в Ленск, и навстречу нам ехали эти машины МЧС с людьми в дорожном. Там люди сюда приехали, город залит, в город попасть невозможно. И вот где сейчас Северный расположен, там был городок, и вертолетами, там лодками, в общем, кто на чем мог, туда спасался. И вот мы как раз, вот это наша первая была сюда наш приезд. И так мы не попали в Ленск, потом только через несколько дней мы сюда приехали. И весь этот ужас увидели, пошли здесь неподалеку, где мы планировали купить дом. Дом мы не нашли, один фундамент. В общем, еле-еле мы... и когда все это увидели, были просто в таком шоке, удивлении. И вот начались наши скитания. В общем, понятно, мы в Ленске не смогли остановиться, мы уехали в Мирный. И там вот потихонечку работал. Но все равно хотелось в Ленск. И только в августе, наверное, вот я вначале сюда переехал, устроился на работу. И потом вот за Таней поехал и тоже ее сюда привез. И вот мы сняли квартиру. И так вот потом 7, по-моему, или 8 раз мы переезжали с места на место. Потому что там временно было жилье, потом люди приехали, им нужно было освобождать квартиру, потом нашли другую, потом та квартира снова нужна была. Очень большой дефицит жилья был. Поэтому наскитались, вещей натаскались, в общем, пока не приобрели свое жилье. Все эти трудности не остановили супругов. Несмотря на разрушительное наводнение, уезжать из Ленска они не планировали. Долгое время супруги не могли найти достойного для проживания жилья. После паводка сделать это было сложно. Переезжали с места на место. Все квартиры в городе были сырые, но Татьяна и Денис не унывали. Раз уж решились на переезд, то с трудностями нужно было бороться. Нашли очередную квартиру, привели ее в порядок. Сделали небольшой ремонт. Мы сняли квартиру, а потом эти стены начали отдавать влагу. И у нас такой, во-первых, зимой морозы такие были, такие наросты на окнах. И пошла эта сырость. Плесень, да. Пошла. А у нас ребенок родился, и кто там знакомые приходили, они говорят: как вы тут в плесени живете? А нам куда? Больше, больше некуда было. В то время в Ленске не было. Да. У нас еще, в общем-то, хорошо было, у многих вообще с жильем трудно было. И вот в этой квартире у плиты у меня висел градусник, было плюс 9 градусов. У плиты, когда я готовила кушать. Но я молодая, неопытная мама, мне сказала врач в больнице, что ребенка надо каждый день купать. И никого нет рядом, ни моей мамы, они все далеко, ни его тогда мама не могла приехать. И вот я каждый день купала. Плюс 9 градусов. Естественно, воду-то я подогревала. Но просто по милости Божьей ничем она не заболела. Вот так вот сохранил Господь. Я сейчас удивляюсь, как так может выжить ребеночек. Такие сложности вскоре надоели супругам. Жить в холоде было невозможно. И задались они целью. Приобрели свое жилье. Небольшую квартиру в новом деревянном доме. Это было такие чувства непередаваемые, когда зашел в свою квартиру, что не надо никуда уже скитаться. И помню, там даже в этой квартире был телефон, а тогда еще сотовых практически не было, телефонов, связи. Это нам связываться с родственниками, там такие сложности, в эти переговорные пункты. А тут, когда зашли, телефон есть, можно поговорить свободно, никуда не надо идти. Такая радость была. Мы несколько лет прожили в квартире, семья росла, и нам нужно было жилье. А средств таких не было. Мы так ходили по улицам, где-то присматривали, выбирали. Потом через время продали квартиру, добавили и купили дом.
Когда Денис и Татьяна купили дом, их семья уже была многодетной. У них было 3 детей. Шло время, семья росла. В теплом, уютном доме Петрушиных сегодня растет 8 детей. Старшим Лене и Нинель уже по 20. Они учатся в высшей школе музыки в городе Якутск. Даниэль заканчивает школу. Дэй учится в 7 классе. Талита в 5, Ян в 1. Евангелине 4 года и самому младшему Артему 2,5. Мы не могли не спросить у родителей, как они выбирали имена для своих детей. Это Леночка. Как раз она родилась в момент наводнения. Ну и родился ребенок, как назовем? Вопрос стал, как вот первого ребенка назвать. Думаю, попали в наводнение, в общем, в такие трудности. Давай назовем в честь разбушевавшейся реки. Назвали Лена. Ну, не совсем так. Папе ж твоему да, это тоже. А потом один знакомый, приехал, он и спрашивает, почему назвали так ребенка. Он говорит, Ленск, Лена, наводнение. Он говорит, если она так разбушуется, как ваша Лена, то вам тяжело будет от этого. Пока, в общем-то, хорошо, слава Богу, что проблем нам не составляет больших. У нас родилась Нинель. Вот. Это имя мы увидели в Ленском вестнике, в газете. У нас была такая женщина. Она, по-моему, была то ли главным редактором Ленского вестника. Ее тоже звали Нинель. Какие-то годы, вот эти 2003. Мы увидели в газете, красивое имя, Нинель. Да, еще тот момент, что мою маму зовут Нина, и тут это имя тоже присутствует. Давай назовем Нинель. Но мы только назвали с 2 буквами «Н». Нинель. Когда мы ждали 3-го, нам сказали так, что у вас, наверное, будет девочка. Скорее всего, будет девочка. Вот. Мы так, девочка, не помню. Мы подобрали имя девочки. У нас приезжал к нам в гости пожилой уже человек, который когда-то в годы, в советское время, его реабилитировали после, а он сидел за веру в Бога здесь, в Табаге. А теперь он давно свободный человек, приезжал сюда, был у нас, мы тоже верующие. Пойдешь к Данику? Вот. И у него интересное имя, у жены было Талита. Нам понравился этот человек, его вообще судьба такая уникальная. И имя жены вот так необычно звучит, Талита, мы не слышали, нам это имя понравилось. 3-го так назовем. А тут родился мальчик. И все, и он у нас целый месяц был без имени. В общем, мы никак не могли определиться с именем. Пока, наконец, в общем, решили назвать его Даниэль. В общем, стал у нас записанный, Даниэль. А потом у супругов 5 лет детей не было. Денис и Татьяна очень переживали по этому поводу и молили Бога о возможности почувствовать счастье материнства еще раз. Господь услышал мольбы супругов и вознаградил за терпение и доверие. Потом 4-й родился у нас Дэй. Тоже мы услышали. Был такой человек, Дэй Иванович Мазаев. Он приехал в Сибирь давно, в 19 веке, чтобы людям рассказать о Боге. Мы услышали эту историю, он прожил очень такую насыщенную жизнь, как человек понравился нам. Вот. И мы знали, что ждем мальчика, и решили назвать Дэй. Талита у нас родилась 5-м ребенком. А после Талиты родился Яник. А вообще значение очень хорошее у имени Ян. Это Ян, Иоанн. Это одно. Иоанн это как бы совсем библейское. А Ян это больше туда. Славянское оно имя. Наверное, дальше западное такое. А значение его милость Божия. И мы назвали Яника Яном. Родилась наша Евангелина, и мы назвали ее так, потому что это имя означает «весть о жизни». Евангелие, часть Библии, это весть, благая весть о жизни. Артем, наш последний, родился, мальчик хороший, родной. Что-то имя мы ему особо не придумывали. Решение стать многодетной семьей пришло супругам не сразу. По словам Татьяны, дети – это дар Бога, и они готовы его принимать столько раз, сколько даст Господь. Я так говорю, и так мы, в общем-то, и считаем. Может, не всем это понятно выражение, но оно для нас, выражение с Божьей помощью, это не просто так
присказка такая, это реально в надежде на Бога. И вот эта надежда на Бога, лично мне как матери, как жене, вот, и принимать детей, вот, и помогала, и воодушевляла надежда на Бога. Денис признается, что если бы ему когда-то давно сказали, что у него будет большая семья, он бы не поверил. Но сегодня он согласен со словами своей жены и поддерживает ее полностью. Если Бог дает детей, как бы, всех детей принимать, просто как бы не отказываться от них. Вот сколько их будет, мы не знаем. А вот с таким просто настроением. У нас, по-моему, года 2 не было вообще детей. Да. Вот, и мы тоже уже стали переживать, как бы, что такое, почему нет детей. У меня мечта такая была, 10 детей. Супруги Петрушины, как уже стало понятно из вышесказанного, верующие. Вся их жизнь связана с Богом, в надежде на Бога. Не случайно именно так называется наш репортаж. Я по национальности немка. Можно сказать, русская немка. Я выросла в семье, где мои родители были, и мама, и папа были верующими людьми. Вот. И с детства я знала о Боге, знала истории библейские и истории евангельские. Это для меня все было очень знакомо. Когда я уже подросла, я тоже понимала, что я сама должна сделать выбор, как мы и наших детей воспитываем, и говорим, что... мы так понимаем, что, вот как Денис сказал, и Бог ждет от человека сознательного, добровольного выбора, непринудительного. В жизни семьи было столько сложных моментов, когда им именно вера помогла их преодолеть. У нас такая полоса в жизни была испытаний, когда мы ждали Гелю, Евангелина, она у нас Евангелина. Вот. Денис заболел. Сначала думали, какой-то кишечный грипп или что-то такое. Вот он помогал другу, вместе с нашим, как хорошие наши друзья, они нам, правда, годятся в отцы матери, тоже такие близкие у нас отношения. Вот. Машину они перегоняли, и вот приехал, и что-то не может, ему все слабость, все слабость. Все, с каждым днем он говорил, да мне лучше, а все было хуже. И, в общем, когда я его повезла в больницу, совсем что-то обессилел, весь пожелтел как-то. В общем, попал он в больницу, и положили его в инфекционку. И, Татьяна Ивановна, заведующая инфекционки, она мне конкретно сказала, что же вы так опоздали, у него больше нет печени, гепатит А. А мы просто не знали. Прививку когда-то он в детстве получал, но ее ж там, она уже как бы свое действие. Вот. Это было тяжелое время. Мне через месяц в роддом надо было идти. Тут Денис толком-то это время не запомнил. Он был в полутаком состоянии, в полусознательном больше. Мне было очень тяжело. На тот момент Татьяна Ивановна, она мне прямым текстом говорила, что ничего мы сделать не можем, ничего. Ему нельзя даже руками лишний раз, пальцами шевелить. Глюкозу капали, даже нечего было лечить. Наши друзья молились, просили Бога о милости. Больше мы тоже ничего сделать не могли. И родственники, друзья наши верующие, не только здесь, и в других городах. Просто Бог явил чудо. И слава Богу за это. Потихоньку, у него есть у нас все эти такие анализы. Она врач со стажем, у нее не было случая в жизни такого. Она нам так сказала, чтобы с такими анализами человек выживал. Она говорила, что если он впадет в кому, уже мы тогда совсем не сможем помочь. Но по милости Божией он выжил потихоньку, месяц пролежал в больнице. Буквально сразу после выписки Дениса Татьяна родила дочь и назвали ее Евангелина. Не случайно. Имя это означает «весть о жизни». И это весть о жизни ее отца.
Лена и Нинель. Говорить о старших девочках будем сразу об обеих, как рассказывали нам их родители. Они неразлучны и очень похожи. У них одинаковые интересы и мечты. С детства девочки учились в музыкальной школе, предпочтение отдали скрипке. Данные у обеих были очень хорошие, педагог сразу заметила это. Составляла определенную программу для успешных учениц, готовила к конкурсам, они участвовали во всех и побеждали. После 10 класса девочкам посчастливилось попасть на очередной конкурс в высшую школу музыки в городе Якутск. Сопровождать детей поехал отец. Его мечта, чтобы его девочки закончили именно это учебное заведение. Шансов туда как бы поступить уже не было в эту школу, потому что там берут как можно раньше. Потому что в это время уже, когда ребенку, допустим, там 18-19 лет, у него уже как бы аппарат сформирован, и уже очень сложно что-то где-то переучить, что-то внедрить. И поэтому все преподаватели, они отказываются. И мы уже как бы даже и не мечтали, в принципе, туда поступить. И вот когда поехали на конкурс, все-таки думаю, давайте попробуем как бы спросить, у руководства школы. Нам нет, на отказ, что это? Это даже вопрос не рассматривается. Ладно. А там есть профессор, один завкафедры струнных, смычковых инструментов Афанасенко, Станислав Максимович. И я так думаю, возьмем у него частные уроки. Просто раз мы уже приехали, на конкурсе побыли, возьмем там несколько частных уроков у него. Не всегда такая возможность есть. И мы попросились, он дал там согласие там, на несколько уроков. И, они побыли у него на уроке, и он потом сам говорит, хотя как бы шансов мало, но давайте я попробую со своей стороны как бы походатайствовать или как-то тоже помогу вам, так скажем, чтобы они поступили. Чудом как бы мы туда поступили в таком возрасте. И как бы и с одной стороны и моя мечта сбылась, потому что много-много лет назад им еще это учебное заведение очень нравилось. И наши дети сейчас там учатся. Они закончили там училище, получили дипломы. Они, в общем-то, уже как бы могут даже в музыкальной школе преподавать. Но они захотели дальше учиться, как бы получить, закончить институт, там, получить как бы консерваторское образование. Высшая школа музыки и педагог-профессор – это очень высокая планка. Взять такую высоту может только сильный человек, который не боится сложностей и ради цели готов все их преодолеть. Нинель – хрупкая, милая девушка, но это внешние данные. Ее внутренней силе духа можно позавидовать. И у нее такие были периоды, когда она уже вроде бы все было, как бы ей невозможно, казалось настолько трудно, такая высокая планка, такие требования. Все, я бросаю, я не могу, это невозможно выдержать. В общем, такие не один раз у нее были как бы такие стрессовые состояния. В начале, да, когда она начинала. Но я же говорю, ты же знала, на что ты соглашаешься. У нее были эти кризисные моменты, когда она хотела бросать. Но я ее очень убеждал все-таки всеми своими силами, как я только мог. Я очень много, и средств для этого потратил, и сил потратил. Все-таки мне хотелось, чтобы она удержалась. Сейчас как бы этот, кажется, мне кризисный период у нее прошел. Она влилась уже в ансамбль, и смотрю, уже практически она с ними играет все произведения. У них репертуар очень большой, там за раз они играют до 20 с лишним произведений, и все надо знать наизусть. Как бы уникальность этого ансамбля, она в том, что они играют без дирижера и без нот. Денис часто ездит к дочкам в гости, посещает их репетиции, смотрит со стороны, а потом делится своими впечатлениями и дает свои советы. Принимает в жизни и учебе девочек непосредственное участие. Даниэль. Молодому человеку 17 лет. Он старший сын Петрушиных. Мальчик очень приятный и скромный. Все время, что мы писали интервью с родителями, Даниэль занимался младшим двухлетним братом. Надо сказать, что такую заботу и нежность проявляет далеко не каждый старший брат. Впрочем, без слов все понятно по кадрам. Это их колесики. Ага. Да. Мальчик. Так, теперь для машины.
Даниэль тоже обладает музыкальными данными, как его сестры и брат. Но заниматься всерьез музыкой он не захотел. Он мечтает совсем о другом. Парень планирует поступить в летное училище. Хочу поступить в гражданскую авиацию, обслуживание самолетов, систем аэропорта. А почему такой выбор? Ну, мне нравится вообще вот возиться с моторами, там будут самолеты, и мне как бы это нравится, и вот поэтому так хочу поступить, учиться. Сегодня молодой человек прошел водительские курсы, сдал экзамены, ждет совершеннолетия, чтобы получить права. В гараже люблю возиться с машинами, вот, мотоциклы, да, квадроциклы. Также помогаю на шиномонтаже папе. Вот, летом там работаю. Дэй Петрушин – средний ребенок в семье. Мальчик учится в 7 классе и занимается в музыкальной школе, играет на скрипке. Он, можно сказать, уже юный виртуоз. Лучший ученик у педагога, подающий большие надежды. В репертуаре юного музыканта не один концерт, этюд и еще множество различных произведений. На счету ребенка немало и конкурсов. На «Розовой чайке» в Якутске мы ездили и так на видео записывали много. Заочно. Какие занимал места? Вторые, первые, так, был третий и дипломы тоже. Да и признается, что очень много занимается. Каждодневные 2-часовые уроки в школе и вечернее закрепление материала дома. Следующий год – заключительное музыкальное образование мальчика. Свою жизнь с музыкой Дэй связать не планирует, но скрипка в его жизни останется точно навсегда. Навсегда семья Петрушиных запомнится педагогу музыкальной школы Лилии Ивановне. Ребята ее ученики, все талантливые, с огромным желанием учиться и добиваться успехов, целеустремленные и ответственные. Очень творческая семья. Ребята, да, приходят к нам в музыкальную школу развиваться, учиться, познавать новые. Старшие девочки – это Елена и Нинель. Учились у нас, закончили, поступили в высшую школу музыки. Вот недавно к нам приезжали, их отправили на дистанционное обучение, но мы не оставили их так без забот, сразу привлекли, сделали сольный концерт, где участие приняли 4 детей. Это Елена, Нинель, Талита и Дэй. Дружная семья прививает им качество порядочности, ответственности, и любви ко всему прекрасному в нашем мире. Поэтому это, конечно, большая помощь. Талант, он сам, конечно, без труда и развития, он о себе не даст знать. Поэтому девочки и мальчик у них, и мальчики все работоспособные, ответственные, пунктуальные, так можно о них сказать. В семье они очень много поют, рассказывают стихи, много разговаривают на разные темы, искусство, литература. Это вот дают, конечно, и знать. Свободное от учебы время мальчик уделяет семье. У него немало домашних обязанностей. На кухне по очереди дежурим, убираем. И папе помогаю снег чистить, там еще что-то, что попросит. Талита учится в 7 классе, занимается в музыкальной школе. Тоже, как и брат, подает большие надежды. Она участница конкурсов и их победительница. Сегодня девочка – поддержка и помощь для мамы. Она помогает по дому, занимается с младшим братом и сестрой, учит их читать, готовит к школе. Баю-баю, баюшок, кладу Машу на пушок, на пуховую кровать, будет Маша крепко спать. Яну 7 лет. Мальчик учится в 1 классе. Тоже посещает музыкальную школу, играет на скрипке и мечтает стать пилотом. Точнее сказать, мечта связать жизнь Яна с авиацией папина. И он уже сегодня делает первые шаги к ее исполнению. Мужчина записал сына на онлайн-курсы, как раз обучающие школьников этому направлению. Нашел в Москве онлайн-школу, как раз которая занимается подготовкой, ознакомлением маленьких детей с авиацией. Вот нашел такую школу в интернете. Правда, не дешевые курсы, но мне как-то не было жалко, в общем, этих денег. Я записал, он прошел эти курсы, тоже получил диплом такой об окончании начальных таких ознакомительных курсах. Как самолеты взлетают. Сложно поверить, что крылья несут такой тяжелый самолет по воздуху. Папа рассказал, что на крыльях возникает сила, которая тянет самолет вверх. Подъемная сила.
царство пассажиров. Ты заметил, как тихо в салоне? Конечно, постоянно слышно негромкое урчание двигателей, хотя на самом деле они гораздо более шумные. Чтобы мы могли спокойно отдыхать, в салоне установлена особо мощная звукоизоляция. Младшие Евангелина и Артем еще совсем маленькие. Сложно сказать, о чем они мечтают, но можно с уверенностью сказать, что они беззаботные и счастливые дети, растущие в любящей семье. Особенность этой семьи в том, что здесь один за всех и все за одного. Живут Петрушины дружно, радуются достижениям и успехам каждого. Бывают моменты, когда и огорчаются, но поддерживают друг друга всегда, в любой ситуации. Глядя на эту дружную семью, могу сделать только один вывод. Хорошо, когда родных, близких людей много. Так и в доме теплей и на душе спокойней. Продолжение истории большой семьи смотрите во второй части нашего репортажа «В надежде на Бога».